Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Многие якутяне часто страдают от действий так называемых кибермошенников, которые дистанционно выманивают денежные средства. Как не стать жертвой подобных махинаций, мы поговорим сегодня. Гость у нас в студии Антон Коноплев, управляющий отделением Банка России по республике. Антон Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, какие новые схемы обмана появились у аферистов и как избежать этого. Новые схемы, как правило, старые. Да? Мошенники в этом случае не оригинальные, они используют старые приемы. И в данном случае легенды мошенников, получаются, одни и те же. Относительно недавно наши правоохранительные органы отметили такую особенность. Мошенники стали осуществлять звонки гражданам, используя мессенджеры, WhatsApp, да? Когда можно в заголовке странички при звонке высвечивается логотип банка. И от имени нашего республиканского банка начали осуществлять такие звонки. Еще одна уловка – это когда мошенники начали осуществлять давление не только на одного гражданина, да, но и на членов его семьи. То есть после того, как они осуществили звонок человеку, ввели его в определенную ситуацию, в состояние такой тревожности, они делают звонки его членам семьи и высказывают примерно ту же картину и призывают их оказать давление на члена семьи. После чего вся семья начинает пребывать в тревожном состоянии и принимает неверное решение в пользу мошенников. И иногда мошенники звонят под видом сотрудников полиции. Предлагают поучаствовать в схемах, которые якобы разработаны сотрудниками полиции по осуществлению, противодействия и поучаствовать в получении какого-то встречного кредита. Сразу хочу сказать, что сотрудники полиции не осуществляют звонки гражданам, не выполняют подобных операций, никаких схем с вовлечением денежных средств граждан они не предлагают. Равно так же, как и банки не звонят через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Да, совершенно верно. Банки не звонят через мессенджер. Антон Анатольевич, а на ваш взгляд, вы представитель банковской сферы, как мошенники получают доступ к личным данным, именно к номерам телефонов не только одного человека, но и членов их семьи? К сожалению, факты утечки персональных данных существуют, и государство сейчас принимает определенные усилия для того, чтобы навести порядок, условно говоря, да, предпринять какие-то дополнительные меры по защите персональных данных. Но здесь защита таких данных – это личная обязанность каждого гражданина. Да, надо не сообщать, в первую очередь, мошенникам свои персональные данные. Соблюдать эту так называемую цифровую гигиену. Совершенно верно. А если мы говорим о таких звонках и сообщениях, как на них стоит реагировать? Во-первых, на самом начальном этапе следует идентифицировать, звонит мошенник или нет. То есть я не призываю не отвечать на телефоны, да, на неизвестные номера. Нет, бывают разные ситуации в жизни. То есть мошенники, как правило, сразу интересуются и начинают разговор о деньгах. Вряд ли кто-то будет звонить и разговаривать с вами о погоде, как дела, да все такое. Тем более это незнакомый человек. У человека сразу возникает чувство, так сказать, сомнения, да, кто это такой, почему я должен с ним разговаривать. Но когда начинает звонить мошенник, он сразу человека вводит в состояние страха, состояние обеспокоенности, да, он его сразу с места, как говорится, оглушает сообщением о том, что кто-то там пытается добраться до его денежных средств, к его счету, подменить номер телефона, и так далее. Человек сразу начинает волноваться, и в этот момент происходит то самое переключение. Поэтому, как только начинается такой разговор, моя главная рекомендация – прекратить. Если сомнения остались, самому позвонить по номеру, который приведен на оборотной стороне вашей карты, либо в договоре банковского счета, позвонить в банк и уточнить ситуацию. Кибермошенничество – это же в том числе и тонкая психология. К чему аффилируют мошенники? На каких чувствах играют чаще всего? Как я уже сказал, мошенники в первую очередь обращаются к чувству страха. Да, когда вызывает эту обеспокоенность у человека, когда он начинает волноваться,
и при этом они стараются поддерживать и удерживать его в этом состоянии. Тут приемы тоже достаточно стандартные. Это нужно принять решение здесь и сейчас. То есть если вот вы сейчас прямо не скажете, не сообщите нам смс-код, то у вас все там потеряется и все такое. Второе чувство – это чувство алчности или жадности, для кого как. Здесь уже мошенники работают в другой сфере. Они предлагают какие-то чрезмерно выгодные условия, высокие проценты или высокие доходы в конечном итоге. Да? Но для этого нужно перевести. Человек ведется на это, после чего значит, попадает, опять же, в ситуацию, когда его вынуждают перевести деньги. Ну вот, собственно, вот эти два чувства, они являются главными. Само кибермошенничество, оно у нас, к сожалению, с каждым днем развивается, и причем очень сильно. Каждый день появляются новые методы. Вот из последнего, например, система удаленного доступа. Какие вот вы еще можете отметить новые схемы мошенничества, на которые нужно обратить внимание? Ну вот из последнего можно отметить применение QR-кодов. Да? Сейчас многие банки внедрили у себя такой новый сервис, его можно так назвать, когда вы в личном кабинете на смартфоне формируете QR-код на снятие наличных. Потом подходите к банкомат его считывает и выдает вам деньги. То есть вы ничего не вводите, не вставляете карту, ничего. То есть это ваш смартфон, вы его таким образом. Это очень быстро, удобно, действительно, в нормальных условиях это хорошо. То есть банки стараются улучшить свои сервисы. Мошенники же, звоня, вводят вас в заблуждение, и люди, не придавая значения вот этому квадратику, с черно-белыми квадратиками маленькими, да, не придавая значения, пересылают им этот QR-код. После чего мошенник просто подносит этот QR-код к банкомату и снимает деньги. То есть вот такая схема работает. То есть этот QR-код, банкомат не знает, кто подносит QR-код, и поэтому отрабатывает. Поэтому очень внимательно надо не только вот коды из СМС-сообщения, но и QR-коды не пересылать никому. Это ваши уникальные сведения, которые есть. Из самого последнего можно привести другую схему, что вот на рынке уже такая схема была, когда приходили письма от Центрального банка, от имени Центрального банка. Сейчас эта схема модернизирована, да, вернее, были звонки от Центрального банка, а сейчас появились письма. Значит, в письме гражданину предлагается прийти на прием в Банк России. Ничего такого. После чего делается звонок, с ним начинают разговаривать, вызывая чувство доверия, там вызывают, значит, после чего его переключают, опять же, на мошенническую схему: сообщи нам персональные данные, номера счетов, там смс-коды и так далее. То есть вот здесь тоже. И здесь тоже я хочу подчеркнуть, что Центральный банк не работает с гражданами напрямую, не открывает им счета, тем более не предлагает никаких услуг по операции с их счетами. Здесь вот тоже надо четко помнить. Ни правоохранительные органы, ни Банк России этим не занимаются напрямую. Давайте еще поговорим про криптовалюту, очень популярная в 21 веке вещь. Какие схемы мошенничества там сегодня существуют? Ну, там схема очень близкая по структуре к схеме пирамиды. Да? Либо вот банальное мошенничество. Что такое криптовалюта? Криптовалюта – это денежное средство, условно денежное средство, не имеющего единого эмитента, и непонятно, кто несет ответственность за эту криптовалюту. Что предлагается? Предлагается ваши денежные средства, имитированные Банком России, да, перевести вот в это платежное средство, значит, под предлогом получения высоких доходов. Хочу обратить внимание, что криптовалюта на территории Российской Федерации, ее хождение, обращение ограничено на сегодняшний день. Поэтому все эти операции предлагается осуществить за пределами Российской Федерации. Это дополнительные риски для гражданина. Что здесь делается? Да, предлагаются высокодоходные бизнесы, ну, анонсируются высокодоходные бизнесы, какие-то инновационные продукты, технологические компании, да, вот такие очень высокие, высокопарные названия, а при этом совершенно никакой деятельности за этими компаниями нет. Человека также вынуждают перевести деньги на какие-то счета в надежде получить высокую прибыль. После того, как он перевел деньги, мошенники теряются с горизонта, не выходят на связь, отключают телефон. Схема, ну, очень простая. Ну, классическая, как и с да, традиционными это деньгами. вот как раз вот то второе чувство, чувство алчности, да, с высокой доходностью, это высокие риски. Об этом нужно всегда помнить. Если человек понял, что он стал жертвой мошенников, что делать, куда обращаться, и самое главное, есть ли шанс вернуть свои потерянные деньги?
Когда человек понял, что он стал жертвой мошенников, ему следует написать заявление в полицию, приложить все документы, договоры какие были, там платежные документы, подтверждающие перевод и так далее, после чего, собственно, сидеть и ждать. Шанс вернуть свои деньги невысокий, честно говоря. Процент возврата денег, когда удается добраться до мошенников, и они еще не потратили свои деньги, невысокий. То есть там совсем статистика не в пользу граждан, к сожалению. Если упоминать статистику, большие суммы якутяне переводят? В целом якутяне за 5 месяцев потеряли более 401 миллиона рублей. За 5 месяцев текущего За 5 года? месяцев текущего года. А вернули? Или пока неизвестно? За такой статистикой лучше обратиться к МВД. Антон Анатольевич, в завершении несколько советов якутянам, как уберечь свои средства. Ну, советы простые, я их уже произносил в течение передачи. Как только с вами начали разговаривать о ваших деньгах, положите трубку, прекратите разговор. Если сомнения остались, если вас все-таки зацепили, перезвоните в банк. Это самое надежное средство уберечь свои деньги. Хотел подчеркнуть, что чтобы успешно противостоять таким мошенническим операциям, надо повышать свой уровень культуры. Различные ситуации, в которых попадают люди, в которые вы можете попасть, можно посмотреть на сайте Банка России, который ведется fincult.info. Там разные ситуации, разные описываются. Ситуация, раздел «Грабли» существует, который описывает жизненные ситуации, которые реальные люди реально попадались и реально потеряли деньги. Поэтому повышайте свой уровень финансовой культуры, делитесь знаниями со своими друзьями, соседями, в первую очередь с близкими, поддерживайте друг друга. Антон Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Думаю, что благодаря вашей работе станет гораздо меньше обманутых якутян. Очень надеюсь на это. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.